Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Об актуальных вопросах социально-экономического развития региона, а также о значимых общественных мероприятиях республиканского уровня поговорим сегодня. Наша гостья в студии Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот наша республика стала пилотным регионом, где реализуется федеральный проект «Чистая Арктика» по уборке от накопленного металлолома и отходов. Вот как реализуется проект в арктической зоне Якутии, ну и в каких населенных пунктах планируется проведение акций по очистке территорий? Необходимо обратить внимание на то, что президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным было поддержан данный федеральный проект «Чистая Арктика». Так как огромная часть территории Республики Саха-Якутия находится в арктической зоне, то главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым не могло не быть нам предложено поддержать правительству республики данный проект. Он начал реализовываться в 2010 году с Булунского улуса, с поселка Тикси, где было убрано порядка 300 непосредственно тонн металлолома. Да, и нужно сказать, что действительно в советское время, постсоветское время накопилось действительно в арктической зоне, о которой мы говорим об арктической природе, как о хрупкой природе, нетронутой природе, которая будет сохранять наше будущее, такое количество отходов именно по большому счету промышленной деятельности по развитию арктической зоны. И поэтому, во-первых, этот федеральный проект для нас был очень важен и для такого определенного рода, знаете, социального самочувствия людей в Арктике. Он далее будет продолжаться, определены опорные пункты, где будет это произведено, и мы, значит, совместно с многими общественными организациями приглашаем к участию в этом проекте, в том числе волонтеров республики. Ну, давайте поговорим про главное мероприятие для общественников Якутии. Это гражданский форум. Вот в этом году, когда планируется его провести, какие вопросы будут рассмотрены на форуме? Действительно, такая форма, как гражданский форум, стала достаточно традиционной формой участия и диалога между государством и обществом, органами государственной власти и общественными организациями как на территории Республики Саха-Якутия, так и всей России. Более того, весной этого года в республике, летом этого года был проведен непосредственно гражданский форум федерального значения на территории в городе Якутске, на котором мы смогли непосредственно не только поделиться и обсудить на площадках, значит, нашу проблематику, но и послушать и выработать ряд позиций, которые, значит, вышли уже в качестве определенного рода проектов на федеральный уровень. 13-15 марта мы по 6 площадкам вновь проводим традиционный гражданский форум республики, на котором также приглашаем для диалога все наши общественные организации. Сегодня очень много появилось новых вызовов. И мы уже в парадигме старых каких-то непосредственно историй уже жить не можем. Действительно, те вызовы, которые есть, во многом сегодня выводят человека из зоны комфорта. Да? И именно как непосредственно в этой ситуации построить диалог между общественными организациями, органами государственной власти, уже сегодня это очень важно построить. Поэтому я большое значение. И глава республики тоже мы придаем значение этому форуму для того, чтобы услышать эти формы взаимодействия. Это важно. Вызовы новые, и стратегически важно понять, как. Вот ваше видение, да, развития отрасли экологии, природопользования и лесного хозяйства. Вот хочется услышать ваше мнение. У меня есть мое личное видение как человека. Я, значит, очень люблю ходить в лес, чистый лес. Да, начнем с этого. А есть видение, которое определено, значит, указом главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева. Это был один из первых указов, который был подписан 5 лет назад. Сейчас мы прошли все процедуры согласования и совершенствования этого указа. И прежде всего, значит, мы говорим о том, какова должна быть позиция республики и действия органов государственной власти республики в условиях изменения климата. Потому что это уже, безусловно, те задачи, которые стоят перед нами традиционно, это воспроизводство природных ресурсов, воспроизводство животного мира, сохранение, да,
Это то, что является традиционной задачей. А вот уже реакция на вызовы изменений климата, эта задача, она выходит за рамки экологического направления, только связанного там с зелеными елочками, охраной природы и экологии. Это уже задача всех отраслей в целом направлении деятельности органов государственной власти республики. Это и, соответственно, значит, наше потребление как граждан. Да, как бы уже нужно сказать, что сегодня у граждан уже появляется такое осознанное потребление, осознанное отношение к экологии. Это и уже такое, знаете, значит, более чистые продукты, менее, значит, с химией, да, количество там моющих средств. Условное, конечно же, банальный пример, но он именно такой, раздельное хранение мусора, да, все вещи появляются. И точно так же и промышленные экономические истории, они тоже должны перестраиваться. Это наши с вами газовые заправки, да, это наши, значит, условия там, использования воды, тепла и так далее. Они экономное использование, они уже начаты, сейчас должны получить свое развитие. Ну, то есть здесь имеется в виду как раз-таки частное использование, да, конечно, простыми людьми. Простыми людьми. То есть это уже новая экологическая культура сегодня, да, она безусловно, и она не может не поддерживаться государством, потому что она уже в потребности у людей. Ну вот хлебопекарни, да, в большинстве населенных пунктов Арктики имеют устаревшее оборудование и расположенное в зданиях советского периода постройки. Вот выпуск хлеба нерентабелен из-за высоких затрат на электроэнергию, как раз-таки, да, и коммунальные услуги. Вот как правительство Якутии поддерживает развитие хлебопечения в Арктике? Вообще хлебопечение в Арктике, безусловно, является направлением, которое, значит, на настоящий момент является разновидностью предпринимательской деятельности в Арктике. Но, как вы правильно отметили, рентабельность его достаточно низкая и даже в некоторых, значит, непосредственно моментах чуть ли не является социальным бизнесом для многих. Поэтому сегодня есть два направления поддержки, в общем, в целом хлебопечения в Арктике. Это первое направление – поставка муки по фиксированной цене через Якутопторг. Необходимо обратить внимание, что цена на муку, которую привозит Якутопторг, не менялась регулятором в течение непосредственно уже 4 лет. Несмотря на тоже те расходы, которые есть сегодня. Значит, соответственно, строительство ТЛЦ для хранения этой муки, для того, чтобы избежать затраты транспортного характера. Вторая история в регулировании – это действия самих муниципалитетов именно с позиции того, что надбавку на хлеб, на хлебобулочные изделия определяет сам арктический муниципалитет в зависимости от ситуации, которая у них есть. Ну и третье направление, которое сегодня пойдет по линии Министерства Арктики, это направление по поддержке вместе с Минпредпринимательством соответствующих хлебопекарен в 2024 году по их модернизации. Ну, уже известно количество хлебопекарен, которые получат поддержку. У нас сегодня порядка 12 хлебопекарен должно получить, по крайней мере, такое количество заявок мы видим на настоящий момент. Такое количество заявок мы понимаем в реализации. Но еще раз обращаю внимание, эта история ни одной поддержки хлебопекарни. Ну, плюс в ближайшие годы во всех арктических районах и северных районах, да, должны появиться базы Якутопторг. Сейчас... Да, ТЛЦ у нас буквально осталось совсем немножко, да, благодаря, опять же, утвержденной программой президентом страны Владимиром Путиным, который реализует Минвосток развития. Значит, здесь, безусловно, мы это закончим. Ну, расскажите про молодежный фестиваль «Мосустар». Уже совсем скоро он у нас стартует. Вот какие направления будут на фестивале, конкурсы, может, какие-то нововведения появятся? Вы знаете, действительно, фестиваль мы проводим уже 4-й раз и презентовали его 4 года назад как проект, который дает новое направление в развитии, прежде всего, молодежной политики. Вначале казалось, что так и так много разных форумов, фестивалей и так далее. Но затем правильно выбранная тактика изначально, да, значит, пронизывание проекта фестиваля от наслега до республики, да, по сути дела, перевели к таким олимпийским играм талантливой молодежи по разным направлениям.
Да? И мы уже сегодня видим ряд молодых наших звезд, которые появляются, которые вышли именно с фестиваля «Мусустар». И уж достаточно значит, хорошо он позиционирует уже себя как фестиваль, на который обращают внимание. Но он всегда шел при поддержке Росмолодежи. Значит, всегда было приветствие Владимира Владимировича Путина на этом фестивале. Ну и, соответственно, значит, вот та поддержка, которая есть сегодня молодых людей, они могут себя в нем проявлять. Это и значит, различного рода площадки, которые связаны с молодыми предпринимателями, молодыми учителями. Значит, да, то там разные варианты проявления себя в творчестве. От кино до хомуса. Да, заявки до сих пор у нас еще принимаются. Это проекты, которые не могут не получать, в общем-то, дальнейшего своего развития. Это проекты по киберспорту. Да. В этом году, безусловно, отдельным блоком будет наш вклад в условиях специальной военной операции и поддержки наших бойцов специальной военной операции. Это молодые спортсмены. Мы вновь ждем, и уже практически все площадки Мусустара в виде и телеграм-каналов, и сайта презентовали тех, кто у нас будет значит, непосредственно главными лицами. Вновь будут мастер-классы уже известной пары фигурной, значит, да, фигуристов. А вновь, значит, мы увидим, я надеюсь, что все будет хорошо, и мы увидим на площадке интересные лица, которые к нам, которым будет есть к чему стремиться. Но не только мы смотрим на других, но мы показываем всегда себя. У нас очень талантливая молодежь. Ну, мы видим, да, как проходят такие своеобразные отборы в районах, даже в наслегах. И как бы мы уже понимаем, что это мероприятие расширяется, его масштаб становится больше с каждым годом. Вот интересно, может быть, раскроете секрет, кто будет из гостей, специальных гостей Мусустар в этом году? Я думаю, что каждый ждет своего гостя. Спасибо. Так. Ну, тогда не будем приоткрывать Каждый ждет завесу своего тайны. гостя. Да, фигуристы точно уже ждут Фигуристы Тарасову. точно будут. Да. Все. Марина, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.